Здравствуйте, вы смотрите выпуск новостей на телеканале ТУВА-24, в студии я, Азамат Учур, и короткий обзор новостей. Владислав Хавалык проинспектировал строительство школы и дома культуры в Байхаке. Какие меры предпринимаются, чтобы не было очередей в стоматологическом поликлинике? В Туве с начала сентября отмечается постепенный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. 3 аккорда 2024. Кто стал обладателем Гран-при? Напомним, что глава Тувы Владислав Хавалык провел рабочую командировку в Москве. На встречах с федеральными руководителями были подняты разные вопросы, касающиеся Тувы. Например, строительство спортивных объектов, механизмы продления тувинской льготной ипотеки, вопросы по реализации комплексного плана энергоснабжения, увеличение экспортных поставок угля и не только. Более подробно смотрите далее. Напомним, что глава Тувы Владислав Хавалык минувшую неделю находился в рабочей командировке в Москве. Одним из главных вопросов на встречах в правительстве Российской Федерации стало продление тувинской ипотечной программы. Напомним, уникальная региональная ипотека действовала с сентября 2023 года по июнь 2024. За это время было выдано более 2300 кредитов. Возможные механизмы продления льготной ипотечной программы в Туве обсудили сегодня на встрече с министром строительства и ЖКХ России Реком Файзуллиным. Отмечу, что этот вопрос вошел в перечень поручений президента страны по итогам совещания о социально-экономическом развитии Тувы, проведенного 2 сентября в Кызыле. Также стало известно, что в ближайшие 3 года российские регионы в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта» получат средства на создание спортивных объектов, в том числе и Тува. Планируем возвести в Кызыле спортивный зал и плавательный бассейн. Во время недавней прямой линии получил обращение по обустройству спортплощадок в разных микрорайонах столицы и районах республики. Обязательно будем расширять спортивную инфраструктуру. На эти цели Тува получит из федерального бюджета 530 миллионов рублей, благодаря которым в республике в течение последующих 3 лет построят модульный спортивный зал, плавательный бассейн и умные спортивные площадки. Это будут современные, хорошие, оборудованные многофункциональные площадки для занятия спортом. Место расположения будущих умных спортплощадок по поручению главы будут выбраны региональным министерством спорта с учетом пожеланий жителей республики. Модульные залы – по сути те же спорткомплексы, но их преимущество в том, что они быстровозводимые и более экономичны в содержании, отметили в региональном министерстве спорта. Такие объекты адаптируются к любым погодным условиям и могут работать как летом, так и зимой. Модульные спортивные объекты, зал и бассейн будут построены на одной территории на улице Полигонной города Кызыла. В плане встречи значилось и обсуждение строительства 3 крупных объектов жилищно-коммунального хозяйства – Шаганарской и Агдовракской ТЭЦ и очистных сооружений Кызыла. Инициативы республики получили поддержку со стороны федерального центра. Сейчас идет детальная проработка с профильным замминистра строительства и ЖКХ России Алексеем Ересько. Кроме того, Владислав Хавалык подчеркнул, что президент поддержал продление льготной ипотеки до 2030 года включительно, но схема, по которой предстоит действовать, еще не утверждена. Отметим, что эта тема стала одной из самых популярных на прошедшей 17 октября прямой линии главы Тувы. Если в рамках тех уже одобренных, продленных до 2030 года ипотечной программы, это прежде семейная ипотека. Семейная ипотека. Либо присоединение нас, так сказать, дальневосточной ипотеки. Вот. Все-таки Министерство финансов склонны у нас, чтобы начала работать семейная ипотека, при этом 4%, сейчас 6% годовых, да, 4% взять на федеральный бюджет, за счет федерального компенсировать, и у нас будет 2% годовых. Вот так же, так сказать, да, как и в прежних условиях, да, по цене, так сказать, да, и ипотеки, по процентам. В приоритете также стали вопросы инфраструктуры, которые касаются строительства новой котельной в Шаганаре, а затем и в Агдовураке. Кроме того, одна из встреч в Москве прошла с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым. Одна из тем диалога была посвящена ходу реализации комплексного плана энергоснабжения Тувы, утвержденного правительством России в декабре 2021 года, отметил Владислав Хавалык. Сегодня в республике ведется строительство магистральных линий электропередач для будущего горно-обогатительного комбината на Аксугском медно-порфирновом месторождении. От электрификации Аксуга зависит электроснабжение Толджского района, который сейчас обеспечивается дизель-генераторами. Кроме того, комплексный план предусматривает увеличение энергомощностей столицы Тувы – Кызыла, где развернуто массовое жилищное строительство.
На встрече также обсуждался вопрос объемов гарантированного вывоза угольной продукции в восточном направлении. По мнению главы республики, увеличение экспортных поставок угля позволит удерживать тарифы для местного населения, выставляемые Тувинской горнорудной компанией. Мы приступаем к проектированию у Шаганарской котельной. Есть проектировщик, понимание есть, какой мощности, в том числе запасом для дальнейшего развития данного города. И аналогичные у нас мы посмотрели потребность, так скажем, тепловой мощности, что Агдаурака, что Шаганара примерно одинаковые. Скорее всего, будут одинаковые, так скажем, проекты будут. Кроме того, глава Тувы принял участие в заседании под руководством спикера Верхней палаты Федерального собрания Валентины Матвиенко, где обсудили стратегию развития Сибири. Владислав Хавалык отметил, что продление до 2030 года индивидуальной программы развития Тувы очень важно и значимо, ведь республике уже удалось достичь определенного прогресса в экономике. Как председатель Координационного совета по транспорту Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» считаю необходимым создать новый центральный евразийский транспортный коридор в Монголию и Китай через территорию Тувы. Это будет способствовать развитию внешнеэкономической связи, освоению минерально-сырьевой базы, прежде всего сибирских регионов России, существенно разгрузит восточный полигон и окажет влияние на общее укрепление национальной безопасности страны. Вместе с тем Владислав Хавалык встретился с генеральным директором российского экологического оператора Денисом Буцаевым. На рабочей встрече глава Тувы обозначил самые острые проблемы региона, такие как нехватка техники для вывоза мусора, а также отсутствие построенных по всем требованиям полигонов. Добавим, что в настоящее время на согласовании находится дорожная карта по реализации инвестпроекта по созданию объектов в сфере обращения с ТКО на территории Кызылского района. Инна Клаян, Айрасат, Мираны Иргит, Ангер Кужугет, телеканал Тува-24. В селе Байхаки Тандинского района продолжается возведение новой школы. Учебное заведение строится благодаря федеральному проекту «Современная школа». Глава Тувы Владислав Хавалык проинспектировал ход работы в будущей школе, а также новый дом культуры. В рамках программы «Современная школа» в Туве строится еще 9 общеобразовательных учреждений, одно из которых в Байхаке на 825 мест. Возведение новой школы началось в мае прошлого года. На сегодняшний день стройка идет по графику. Сдача готового объекта планируется к концу текущего года. Образовательное учреждение имеет свою котельную, в которой установлены новейшие печи внутреннего сгорания. Глава Тувы проинспектировал новое здание и потребовал от подрядчика увеличения темпов строительства. Да. Все, бросайте. Я так стоял, смотрю, мужиков. Вакансии. Они у него, Я вам деньги не работают, отдам. да? Нет, это этажки. А из первого дня у нас. Тогда точно, Кроме того, полным ходом идет благоустройство прилегающей территории, асфальтирование подъездных путей. Общеобразовательное учреждение рассчитано не только на школьников села Байхака, но и охватит учеников ближайших сел – Усть-Хадына, Дургена и Сосновки. Новые стандарты, полное техническое оснащение, светлые и просторные кабинеты и многое другое – все это будет способствовать образовательному процессу. Жители отмечают, что приятно видеть такие изменения в родном селе. Дети ведь теперь сядут за парты в совершенно новой современной школе. Очень даже нравится, вообще все нравится. И школа новая, будет все красиво, асфальт ложат. Вообще очень все прекрасно, хорошо. Мы прям довольны все. У нас этот участок, сколько я здесь, 35 лет живу, участок постоянно грязный был, сейчас асфальт довольный. Спасибо правительству российскому и тувинскому правительству. Огромное большое спасибо. Мы очень довольны всем. Также глава Тувы проинспектировал ход строительства Дома культуры. По словам руководителя региона, сельчане ценят позитивные изменения. Поэтому работы должны быть выполнены качественно и в срок. Об этом говорили и при строительстве нового Дома культуры в Байхаке на 250 мест. Это стало возможным по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Владислав Хавалык отметил, что квалификация местных кадров растет, так как команда строителей трудится на разных объектах, выполняет сложные задачи, на которые ранее бы привлекали приезжих специалистов. Работы впереди много, вместе обязательно справимся, добавил глава региона. Инна Клаян, Мираны Иргит, телеканал Тува-24.
Совместными усилиями необходимо обеспечить безопасность прохождения школьных каникул для детей. Об этом сегодня на аппаратном совещании заявил глава Тувы Владислав Хавлык. Какие еще вопросы стали ключевыми на еженедельном совещании членов регионального правительства, смотрите в материале далее. Несчастных случаев среди детей и подростков не должно быть допущено. Глава Тувы в связи с началом школьных каникул дал ряд поручений, среди которых усиление рейдовых мероприятий и патронажей. Основная цель – это выявление семей, которые находятся в социально опасном положении. Тем не менее, отметим, что главную роль в обеспечении безопасности играют и родители, которые должны быть активно вовлечены в процесс планирования каникул. Организовать вечерние профилактические рейды по соблюдению так называемого комендантского часа в местах массовых скоплений детей и молодежи. Запретить неорганизованные перевозки и выезд детей на территорию республики и за ее пределы. И проводить разъяснительную работу среди родителей, законных представителей об их персональной ответственности при перевозке детей по республике за ее пределы. Сейсмическое событие в тот же поиске пропавшего в Сюдхольском районе, а также прыжок с коммунального моста. На аппаратном совещании с докладом выступил и начальник Главного управления МЧС России по Туве Алексей Артемов. Также в Главное управление поступило отношение Управления МВД России по городу Кызыл об оказании содействия в проведении поисковых работ гражданки 19 лет, которая ночью 26 октября спрыгнула с коммунального моста города Кызыла. Для проведения поисковых работ вчера были задействованы инспектора центра ГИМС, а также спасатели службы ГОЧС. Сегодня дополнительно привлечены спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда. Обсудили и оперативную обстановку. Министр внутренних дел Тувы Сергей Кондрашов отметил, что в этом году увеличилось количество ДТП, связанных с наездом на животных. За 9 месяцев 109 фактов, что на 14% больше, чем в прошлом году. А всего у нас получается за 9 месяцев этого и того года 203 ДТП с наездом на животных. Из них 12, прошлый год 19, то есть 31 человек получил ранения различной степени тяжести. Из них, к сожалению, 2 погибло. Если здесь мы ужесточим и примем своевременные меры по недопущению дорожно-транспортных происшествий, сколько мы можем сохранить жизни, здоровье наших граждан. Поэтому еще дополнительно нужно нам предпринять определенные меры. Я думаю, их можно общими усилиями предпринять. На дорогах Тувы на минувшей неделе произошло 9 автоаварий. В результате 2 скончались, а 9 человек получили травмы. Айра Сатангар, телеканал Тува-24. В Кызыле продолжается строительство первого муниципального приюта для безнадзорных собак. Отмечается, что уже возведено административное здание. До 10 ноября текущего года планируется завершить работы в техническом помещении для осмотра и лечения животных. Подчеркивается, что работы по строительству приюта должны быть завершены своевременно. Приют рассчитан на 250 собак. Его начали строить весной прошлого года. Подрядчик не уложился в сроки, и контракт с ним был расторгнут. Летом текущего года торги выиграла новая подрядная организация. На территории приюта работает лаборатория по стерилизации хозяйских собак. В текущем году прооперировали 320 хозяйскую и 1025 бездомных собак. Всего же в столице республики по официальным данным насчитывается около 8 тысяч бродячих собак. 60% животных имеют хозяев, но при этом постоянно находятся на свободном выгуле, а 40% собак считаются бездомными. Правительство Тувы вкладывает средства из республиканского бюджета в развитие стоматологической службы. Одобренная региональной властью программа развития стоматологической службы Тувы запланирована до 2028 года, но фактически она уже стартовала. О первых результатах совершенствования и реализации проекта расскажем далее. Проблемы с зубами у населения Тувы начинаются с самого раннего возраста и обостряются в зрелости. Кариес встречается практически у 80% детей и у 100% взрослого населения региона. Аналитика показала, что более половины жителей республики годами не обращаются к стоматологам и доводят до осложнений, которые заканчиваются вплоть до удаления зуба. На данный момент, к сожалению, у нас сохраняется в республике Тыва высокая распространенность стоматологических заболеваний. На это влияет очень много причин, как природный фактор, как питание, гигиена полости рта. Например, очень сильно влияет на распространенность, на кариес, это содержание фторы в питьевой воде. К сожалению, у нас в республике содержание фторы в питьевой воде считается как недостаток 0,42 при норме 1,02.
Потребность стоматологической помощи высокая. Ежедневно на прием к врачу обращается около 200 человек. Каналов записи несколько. На лечение можно записаться через единый портал госуслуги и колл-центр. По экстренной неотложной помощи можно обратиться без предварительной записи в саму поликлинику. Также инвалиды и льготники имеют право получить лечение в день обращения. Очень много вопросов возникает, что поликлиника вот буквально в 8 утра и уже все, нету записи. Да, высокая потребность, поэтому в 8 утра ежедневно открывается запись через портал госуслуг. Но она может, да, быстро, за 5-10 минут там уже все окошки, все слоты, они уже записаны. Ну, примерно вот во взрослом отделении у нас в день на лечение около 40 вот слотов открывается, и они моментально быстро заполняются. Принятая правительством Тувы программа развития стоматологической службы ставит целью повышения доступности квалифицированной медицинской помощи, в том числе и в сельской местности. Предусматривается открытие 5 детских кабинетов в крупных райцентрах республики – в селах Кызыл-Мажалыки, Сарысепе, Байхаке, городах Чадане и Туране. Централизация проводится для улучшения материального обеспечения стоматологических кабинетов, а также для маршрутизации потока пациентов. Наши врачи оказывают первую медицинскую помощь. У кого сильная острая боль, они принимают в день обращения в этот час. Скопления, как раньше, вот такого особо большого нет, потому что все приходят в день записи в определенный час. В определенный час у нас получается пациент доступ только к врачу, а врач принимает только этого пациента, который записан по времени. Действительно, только около кабинета экстренной помощи была очередь из нескольких пациентов с острой болью, которые отметили, что врач принимает быстро, ждать приходится совсем недолго. Нет, экстренно. Сейчас вот проблема с очередями, она сохранилась, или как людей много у вас? Вы долго ждете? Нет, я только что пришла. И уже скоро будете заходить, да? Первый раз так быстро все записали и сюда отправили. То есть это удобно, да? Вот раньше да, очень удобно. много людей было. Но сейчас все-таки никого нету. Быстро принимают, сидим. Как долго ждете? Я недолго жду, я только что пришла и... Вот уже скоро заходить, да, вам? Крупнейшим проектом программы развития и совершенствования стоматологической помощи населению станет строительство многопрофильной стоматологической поликлиники в столице республики. Также в рамках реализации планируется организовать целевую подготовку и переподготовку 30 врачей-стоматологов в течение следующих 5 лет. На 2024-2025 учебный год уже 10 человек получили направление на профильное обучение. Айсу Мангуш, Батырбазан, Азамат Очур, телеканал Тува-24. В Туве с начала сентября отмечается постепенный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, что характерно для начала эпидемического сезона гриппа ЕОРВИ. Но, как отмечают медики, заболеваемость не превышает эпидемические пороги. Грипп на территории республики не зарегистрирован. Кроме того, рекомендуется своевременно проходить вакцинацию против гриппа. В поликлиниках продолжается прививочная кампания против сезонного гриппа. В республике запланировано вакцинировать более 200 тысяч человек, что составляет 60% от совокупного населения. На сегодняшний день привито более 172 тысяч человек. Главная цель вакцинации против гриппа – защитить людей от массового распространения инфекции, не допустить возникновения эпидемии гриппа. Ведь он чаще всего протекает тяжело, особенно в группах риска, и нередко сопровождается различными осложнениями. Одним из осложнений гриппа является пневмония. Внебольничная пневмония – это острое заболевание, сопровождающееся симптомами инфекции нижних отделов дыхательных путей и рентгенологическими признаками. Данное заболевание является заболеванием преимущественно бактериальной, бактериально-вирусной или вирусной этиологии. Основной механизм передачи аэрозольный, который реализуется воздушно-капельными и воздушными пылевыми путями. Внебольничная пневмония среди людей распространены повсеместно, проявляется в виде спорадической заболеваемости в эпидемических очагов, преимущественно в организованных коллективах или в семьях. Вспышки внебольничной пневмонии чаще протекают на фоне заболеваемости ОРВИ.
Факторы, приводящие к формированию очагов заболеваемости, могут возникнуть в любом месте. Причинами также являются несвоевременная изоляция больных из коллектива, несоблюдение норм площадей на одного человека, то есть переуплотнение коллектива, нарушение требований санитарных правил, в том числе температуры воздуха в помещениях и, самое главное, гигиена. К основным рекомендациям по профилактике внебольничных пневмонии относятся до наступления холодов и подъема заболеваемости респираторными инфекциями следует сделать прививку против гриппа, поскольку пневмония часто является осложнением гриппа. Также необходимо вести здоровый образ жизни. В холодное время года нужно одеваться по погоде, избегать переохлаждений, соблюдать гигиену рук. Необходимо соблюдать режимы проветривания и влажной уборки в помещениях. В период заболеваемости гриппом рекомендуется избегать контакта с больными людьми, воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. Отмечается, что к началу сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ нужно переходить к активным мерам профилактики гриппа как взрослым, так и детьми. В нашей поликлинике ежегодно вакцинация от вируса гриппа с 1 сентября до конца октября. Ждем вас по адресу улица Байхарская, 14Б и улица Дружбы, 36А. Грипп – это острое вирусное заболевание, которое поражает многие органы человека, поэтому важно прийти к нам на прием и вакцинироваться. Если даже в прошлом году вы вакцинировались от вируса гриппа, необходимо привиться в этом году также, потому что каждый год вирус мутирует. В этом году абсолютно новые штаммы вируса гриппа. Как заверяют медики, вакцины формируют высокий специфический иммунитет против гриппа. Поэтому заблаговременная профилактика в виде вакцинации – это лучшая защита для организма. Инна Клаян, Чайхан Дангак, Мирана Иргит, телеканал Тува-24. К другим темам. 1 ноября отмечается совсем молодой праздник – День тувинского языка. Официально утвержденная дата была принята в целях сохранения, поддержки и популяризации тувинского языка как государственного языка в регионе и неотъемлемой части культурного и духовного наследия тувинского народа. В рамках празднования по всей республике пройдут всевозможные мероприятия, диктанты, культурные встречи с народными писателями, конкурсы песен, книжные выставки и многое другое. И вот некоторые из них. 29 октября состоится литературный вечер в Национальной библиотеке имени Александра Пушкина. 31 октября региональная научная практическая конференция с международным участием татаринцев и тувинское языкознание, актуальные проблемы и перспективы. А 1 ноября пройдет форум «Тувинский язык. Достояние народа». Также вечер завершится спектаклем в поисках родного языка в Центре тувинской культуры. По информации правительства республики, в Туве в течение года отремонтировано более 100 километров дорог. В Кызыльской городской агломерации продолжаются дорожные ремонтные работы. О том, где и когда жители столицы будут принимать в эксплуатацию новое дорожное полотно, расскажем в сюжете далее. По информации регионального Миндортранса, в 2024 году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» планируется обновление 5 объектов дорожного хозяйства регионального и межмуниципального значения общей протяженностью порядка 14 километров, а также 15 автомобильных дорог, входящих в Кызыльскую агломерацию общей протяженностью около 13 километров. Один из объектов – это у нас подъездная дорога с улицы Калинина до 19-й школы, где у нас новое строительство школы идет. Также эти мероприятия предусматриваются в рамках синхронизации национальных проектов и государственных программ. То есть соединяется, идет строительство школы и подъездная дорога в рамках национального проекта. Реконструкция автодорожного участка на улице Байхакской от улицы Калинина до 19-й школы началась в августе этого года. Работы по обновлению проезжей части дороги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» завершатся в ноябре текущего года. В объекте предусматривается работу приведения нормативного состояния 971 метра дороги, земельного полотна и мероприятия по подъему основания. И также предусматривается тротуар, освещение и регулируемый светофорный объект по улице, на перекрестке улицы Калинина. По вопросу отметим, что улица Калинина остается главной дорогой. Реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» в Туве проходит соответствующие сроки. Отметим, что темпы работ действительно хорошие. Подрядчик укладывается в сроки восстановительных работ.
мы занимаемся установкой светофоров, дорожных знаков и дорожного выражения, а также занимаемся дорожной разметкой. И в данное время мы устанавливаем основу для светофора будущего. На этом перекрестке будет стоять светофор, так как тут построена новая дорога, примыкающая дорога. В Кызыле отремонтировано в течение года порядка 20 участков автотрасс. Это ряд улиц микрорайонов Правый берег, Восток, в новых микрорайонах на улице Степана Сарыгола, от улицы Олега Саганола до автодороги Кызыл-Эрзин, Газграница и другие. Айсу Мангуш, Буяна Юна, Азамат Очур, телеканал Тува-24. Последнее воскресенье октября в России – День автомобилиста. Это отличный повод для того, чтобы отметить труд и усилия людей, которые ежедневно используют авто не только для личных нужд, но и для профессиональной деятельности. Слово Инны Клоян. Сегодня, 27 октября, отмечается День автомобилиста. Праздник, посвященный всем тем, кто любит своих железных друзей, заботится о них и умело ими управляет. Автомобиль – это не просто транспортное средство, это часть жизни многих людей. Он дает свободу передвижения, возможность быть мобильными и независимыми. Но, кроме этого, машина требует от водителей ответственности и внимания. Всего наилучшего. И чтобы водили машину аккуратно, чтобы никаких пьяных дураков не было на дороге. Чистые дороги всем. Поздравляю всех с Днем автомобилиста. Счастливой всем дороги. Хорошую дорогу, гладкую, чтоб они долго служили. Я сам около 30 лет был водителем личного автомобиля. Конечно, я должен поздравить всех водителей нашей республики. Хорошей езды, счастливой дороги. Белой дороги, все здоровья, счастья. Вы давно за рулем? Лет 10. Надо быть внимательным в первую очередь. Внимательным, соблюдать правила дорожного движения и аккуратно все. А вы соблюдаете? Да, я соблюдаю. Насколько вы любите свою машину? На все 100. Автомобиль действительно занимает важное место в жизни многих людей. Он представляет не только удобство, но и эмоциональную составляющую. Также это возможность отправиться в любую точку города и страны в любое время. Именно поэтому День автомобилиста становится отличным поводом вспомнить о важности безопасного вождения, соблюдения правил дорожного движения и заботы о своем автомобиле. Здоровье главное, без происшествий, и чтобы соблюдали правила безопасности. А вы сколько лет за рулем? 8. 8 лет? Да. Вы сами соблюдаете правила? Конечно. Что бы вы хотели пожелать молодым водителям, которые только отучились в автошколе? Не гоняли, и тоже соблюдали дорожное движение. Всем водителям хорошего настроения и безопасной дороги. Сколько лет у вас стаж? 20. Соблюдать правила дорожного движения. Всем с праздником. Аккуратной езды, чтобы все уступали друг другу. Молодым, чтобы не паниковали без инструктора. И соблюдали тоже правила. Те, которые со стажем тоже, чтобы соблюдали. Повышение уровня безопасности на дорогах возможно только через совместные усилия всех участников дорожного движения – водителей, пешеходов и пассажиров. С этим днем в социальных сетях поздравил всех водителей и глава Тувы Владислав Хавалык. Тува считается республикой на колесах, поэтому регулярно получаю обращения от земляков по дорожной теме. Увеличение количества личного транспорта ставит серьезные задачи перед органами власти по обустройству дорог. Люблю ездить за рулем, хотя это не так часто получается. Ответственность превыше всего. Опытные водители это знают. Поздравляю всех автомобилистов, особенно тех, кто связал с авто свой профессиональный путь. День автомобилиста – это своевременный гимн всем, кто ценит и любит мир автомобилей. И пусть ваши дорожные приключения всегда будут безопасными, а ваш автомобиль всегда радует вас своей надежностью и красотой. С праздником! Инна Клоян, Батыр Базан, Самдан Иргит, телеканал Тува-24.
Мощный по децибелам, ладам и аккордам, инструментального исполнения с неожиданными аранжировками рок-композиции, известные шлягеры, потрясающие эмоции и энергетика нестареющих хитов 60-х, 70-х, 80-х годов, вечер живой музыки, гала-концерт республиканского конкурса среди ВИА «Три аккорда» оставил в сердце каждого зрителя и музыканта неизгладимое впечатление. Кто стал обладателем гран-при, расскажет наш корреспондент. На гала-концерте выступили 16 творческих коллективов. Ежегодными участниками конкурса «Три аккорда» являются народные коллективы художественного творчества «Сайзерал» и рок-поп-группа «Сулде», а также «Сайхонаш», «Сукбажи», «Зум», «Кузел», «Курай» и «Янгы». С каждым годом растет число вокально-инструментальных ансамблей во всех уголках Тувы, которые впоследствии становятся участниками проекта. В этом году к конкурсу присоединились еще одни новые яркие вокально-инструментальные ансамбли, например, Ча-Адыр Национального театра Сагызын Судхольского района. В нашем группе 6 человек, и мы приехали из Куйслова-Жуна, чтобы участвовать в конкурсе «Три аккорда». Но группа наша недавно создалась. Мы с друзьями все знакомы, поэтому все играют на инструментах и решили создать группу Сагызын. Мы поем песни, народную песню и попсовую песню. Наши соперники очень сильны, так как мы уже переживаем, но уже стараемся не падать духом и стать в ряд с ними рядом. На конкурсном этапе все участники, согласно положению конкурса, исполняли две разнохарактерные песни – этническую композицию и шлягер. Также на сцене выступили и вокально-инструментальный ансамбль Амырга Авюрского района. Ансамбль был создан на базе сельского клуба в селе Саглы, который активно участвует в различных конкурсах и фестивалях на местном и республиканском уровнях. В состав коллектива входят увлеченные и талантливые люди, которые всегда в хорошем настроении и полны энергии. За время существования ансамбля уже выросло третье поколение участников. Мы созданы на первом поколении 1987 году. Сейчас играем третье поколение и первое поколение совместно играем. Мы за это время хиты 80-х годов, так что в нашем Авюрском Кожуна, нашем все народов мы играем. За это время мы все хиты, так что сегодня тоже всех здесь участникам победа и вместе играем дружно. Другие коллективы тоже очень классно играют они, мы тоже стараемся, как они. Конкурс «Три аккорда» проводится Республиканским центром народного творчества и досуга с 2017 года с целью сохранения и развития вокально-инструментального жанра самодеятельного художественного творчества. Год от года каждое творческое состязание отличается от предыдущего. Меняется тема конкурса, расширяется география участников, зажигаются новые имена, примыкает и молодежь. Чем привлекателен этот конкурс, что вот из всех жанров народного творчества, которые мы развиваем целенаправленно, через конкурсы и фестивали, что именно конкурс среди ВИА «Три аккорда», он объединяет мужчин, наше мужское население, среднего, старшего возраста и молодежь. Чем он уникален? Потому что многие другие конкурсы и фестивали, как правило, там активные участники у нас дети, женщины, самое активное население. А здесь как раз объединяется наша сильная половина, наши мужчины. По итогам конкурса лауреатом третьей степени стал ансамбль «Сайзерал» Чедыхольского района и Амырга Авюрского. Лауреатом второй степени «Алчей» Авюрского района и Сулде Кахемского. Лауреатом первой степени «Ча-Адыр» города Кызыла. А гран-при удостоен ансамблю «Кошкун» города Кызыла. Инна Клаян, Батырбазан, Самдан Иргит, телеканал Тува-24. Это были все новости данному часу. Я с вами прощаюсь. Берегите себя.